Да, ну и я хочу опять же еще сказать, что здесь подтверждены сведения как раз об организациях, являющихся покупателями техники у дилеров заводов-изготовителей. Это том 31, страница 20, о том, что это были именно ООО компания Green и ООО Промаль ПК, о которых я говорил, которым как раз и перечислял Нортон и торговый Домодажу. И все это, оно логично исходится. Полностью все сходится. Других денег здесь нет. Их быть не может. И когда господин Тян здесь на допросе говорит после вопроса адвоката о том, как же, если вы говорите, что вы за 36 миллионов купили технику, 1,5 миллиона у вас прибыль, 12 миллионов вы отдали взятки, а 10 миллионов где? Тян говорит уникальную вещь. Они остались у тех предприятий, которые занимались поставкой. Что такое остались? Ни в одном. Нет такого термина остались. Есть назначение платежа. Есть платеж, есть основания для перечисления. Что перечисление? Остались? Это что это? Остались. На основании чего они остались? Если сам Тян говорит, что у него самое главное это получение прибыли, за то, чтобы получить 1,5 миллиона прибыли, он 12 миллионов взятки дает. Я боюсь представить, что он за 10 миллионов сделает, а он берет их и оставляет. Просто так, безосновательно оставляет эти деньги. Они остались у тех людей. Так может быть все-таки они не оставались? Может быть это все-таки это деньги, которыми просто была доплачена эта техника, которая реально стоит по 3 оценкам, которые есть в материалах уголовного дела по Сергею Петровичу Лученкову и Кудинову, что она не может это стоить. Но обвинение настаивает, что она стоит 36 миллионов. Мы вызываем человека, который за ним, причем не мы вызываем, обвинение вызывает человека, который якобы давал перечень или список техники, фамилии. Пономарев. А? Пономарев. Не, Пономарев понятно, кому он передавал технику? Тише. Макаров. Нет. Когда Лученков их, Марченко. якобы, да, Марченко и Сытник. Не мы вызываем. Обвинение вызывает этого человека. После этого уважаемый господин прокурор говорит, а могла ли стоить эта техника? И человек, который занимается техникой, который является профессионалом, говорит нет. Она не могла стоить 36 миллионов. Потому что только один грейдер стоит 5,5 миллионов, а их в этом списке 4. А 4 умножить на 5,5 миллионов получается 22 миллиона рублей. Так как же? Если человек, профессионал, говорит, если есть оценка, я не исключаю, что они занимались какой-то махинацией, куда-то перечисляли, на основании чего-то что-то делали. Это их вопросы. Они хотели уйти от налогов, заработать больше денег, и Тян говорит, его интересовала только прибыль. И прибыль его интересовала везде. И когда он строил газопровод, и когда он технику покупал, и еще в огромном количестве раз. Но это не связано со взяткой, потому что он даже не знает, за что он ее давал. Он не знает, как он ее передавал. И у нас есть человек, Берсенев Денис, которого никто не видел, который якобы откуда-то взял эти деньги, передал Петюшеву. Петюшев не смотрел, не изучал, передал пакет. Тян тоже не смотрел, не изучал, только пощупал, передал пакет. Взрослые люди, занимающиеся бизнесом. Не первый день. Это огромные деньги, это огромная ответственность. Какие пакеты? Они что, кефир передают с булочками? Никто не пересчитывает, только на ощупь пересчитывают. Как такое возможно? И сценарий один. И я сейчас это буду наказывать и докажу по 2-му эпизоду. Там такая же картина. Там такая же подстановка документов, фактов и перечислений. Абсолютно. Зеркально. И там тоже пакеты, и там тоже мы не смотрим, и там тоже мы щупаем. То есть у нас есть человек-невидимка, у нас есть 2 человека рентгена, у нас есть машина времени, которая перемещает людей. И у нас есть человек,
Прокуратура, которая пытается доказать, что все его показания последовательны. Как они могут быть последовательны? Каким образом они могут быть последовательны? Если, еще раз повторю, он не знает за что, он не знает сколько. Он так и не сказал, сколько денег он передал. То ли 10, то ли 12, то ли около, то ли возможно. Он один раз только научные ставки сказал, и то после того, как на него цыкнул следователь. А все время он говорит, около, наверное, может быть. Он здесь так и не сказал. Что он и сколько передал, и каким образом он это передал.